В эфире БСТ, передача интервью, студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях адвокат Татьяна Осипова. Татьяна, я вас приветствую. Приветствую, Тимур. И хотелось бы с вами сегодня поговорить об очень актуальной теме, о мошенниках, которые орудуют в сфере ИИ. Так скажем, аферисты тоже не стоят на месте, идут в ногу со временем, осваивают все новые методики, техники. И вот хотелось бы узнать, что у нас нового вот в этой теме, так скажем. Тема действительно актуальная, и относительно недавно, на этой неделе, Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, внес законопроект о том, что преступления, совершенные с помощью и VPN, и прокси-сервисов, будут относиться к категории преступлений с отягчающими обстоятельствами. Это действительно важно, потому что ИИ сейчас активно используется, и используется в том числе и недобросовестными людьми. Скажите, пожалуйста, вот на вашей судебной практике, на судебной практике ваших коллег вообще много ли таких случаев зафиксировано? Обращались ли люди, обращаются ли люди? И вообще, наверное, рост как-то резко, на мой взгляд, пошел, да? Рост действительно пошел достаточно большой, и на сайте Следственного комитета России проведена статистика совершенных преступлений с помощью искусственного интеллекта. Она действительно впечатляет. Ну и поскольку искусственный интеллект у нас используется постоянно и повсеместно сейчас в современной жизни, то да. И, соответственно, с ростом числа использования искусственного интеллекта растет и число преступлений. Ну и таких злоумышленников наверняка как-то разоблачить, найти, поймать очень тяжело, так как они... Одно дело, когда ты вживую тебя человек обманул, да, а ты сейчас общаешься, по сути, с компьютером. Да, потому что искусственный интеллект позволяет злоумышленнику оставаться анонимным. И большинство преступлений, которые совершаются с искусственным интеллектом, большая проблема, точнее, расследование таких преступлений, это именно установление личности, то есть кто на той стороне. Вот, кстати, насчет преступлений, которые совершаются при помощи ИИ, топ-3 есть каких-то, вот, что вот чаще всего используют злоумышленники, чтобы обмануть добросовестных горожан? Подделка голоса, подделка изображения. У нас основные, наверное, даже два, даже не топ-3, а даже топ-2. То есть это подделка голоса и подделка изображения, это так называемый дефейк. И с использованием как раз-таки данных фейковых голосов и так далее совершается преступление. То есть когда звонят потерпевшему, пострадавшему, представляется руководителем организации, где работает потерпевший, его родственникам, ну и так далее. Поэтому в основном, да, действительно, то есть такие преступления есть, и это даже не топ-3, это топ-2. Скажите, пожалуйста, а вот суды как рассматривают такие дела? Они, как правило, затягиваются? На что акцентируется внимание вот при рассмотрении таких уголовных дел? Ну, при рассмотрении таких уголовных дел однозначно необходима экспертиза. Экспертиза для чего нужна? То есть установить, действительно ли, скажем так, изображение создано с использованием искусственного интеллекта, или это же оригинальное изображение, и действительно человек, который изображен на этом видео, сам его записывал и сам отправлял. Это идентификация голоса. То есть, и, соответственно, экспертиза назначается для того, чтобы определить, использовался ли синтез, использовалась ли какая-то модификация, является ли видео оригинальным и так далее. Но поскольку экспертиза является все-таки цифровой, компьютерной экспертизой, соответственно, на ее производство необходимо достаточное количество времени. И, соответственно, хотелось бы также обратить внимание, что постановка вопросов перед экспертами она тоже достаточно широкая, поскольку нужно поставить вопрос не то, что вносились ли какие-то изменения в видео, имелся ли синтез, имелась ли модификация, но имеются ли также признаки, по которым это можно понять. Соответственно, то есть имеются ли какие-то признаки, по которым возможно определить, с помощью каких технологий воспроизвелось, и создалось данное видео и так далее. То есть, да, действительно, на это нужно время. И по большому счету, то есть помимо самой экспертизы, как я уже до этого говорила, самое главное в расследовании уголовных дел установить, кто конкретно создал видео. А анонимность
к сожалению, с использованием искусственного интеллекта, она позволяет, ну, скажем так, злоумышленникам все-таки оставаться в тени. Но, к сожалению, это так. Я так понимаю, законодательство в ближайшее время будет усовершенствоваться, обновляться, да, в связи вот с тем, что аферисты все-таки более углубленно, наверное, уходят в искусственный интеллект, ну, чтобы ввести в заблуждение следствие всех кого угодно. Ну да, конечно. Во-первых, искусственный интеллект позволяет нанести ущерб как безопасности Российской Федерации, так и репутационный ущерб личности, компаниям и так далее. Поэтому, да, конечно, у нас, наша страна, наша Российская Федерация в лице государственных органов, в частности Следственного комитета, сейчас на данный момент вносит законопроекты для того, чтобы современные реалии преступлений с использованием искусственного интеллекта все-таки расследовались по-другому и выносили наказание, назначалось тоже немного иначе, нежели чем сейчас. Потому что сейчас на данный момент все преступления, связанные с искусственным интеллектом, в основном квалифицируются как мошенничество, то есть по статье 159. Да, то и нет, соответственно, каких-либо отягчающих обстоятельств и так далее и тому подобное. И, соответственно, то есть с учетом того, что все-таки это теперь уже наша реальность, необходимо это также регулировать. Ну, то, о чем вы говорили в самом начале передачи, то, о чем сейчас занимается господин Бастрыкин. Да, все верно. Татьяна, скажите, пожалуйста, а вот в судебной практике уже были ли прецеденты, где защита строилась на том, что злоумышленник якобы не контролировал искусственный интеллект, то есть пытались переложить свою вину на алгоритм? Я скажу по-другому. Защита и позиция злоумышленников в ходе уголовного дела, в ходе расследования, судебного разбирательства, она может быть любой. Но мы должны понимать, что судебная практика строится следующим образом. Нужно определить, кто использовал искусственный интеллект, кто является злоумышленником, и, соответственно, суд в любом случае, если действительно будет установлено, что преступление произошло, будет наказан именно тот человек, кто использовал искусственный интеллект. То есть искусственный интеллект — это просто средство для совершения преступления, не больше. И, соответственно, нам нужно понять, что все алгоритмы и так далее, тому подобное, это только средство для совершения преступления, но за этим средством стоит человек. И, соответственно, будет наказан именно тот, кто совершил преступление с помощью ИИ. Возвращаясь к нашим топ-2, да, мошенничества в сфере искусственного интеллекта, вот о схеме голосовое мошенничество хотелось бы узнать. Как его рассматривают в суде? Клонирование голоса для вот звонков родственникам в частности, да? Какова сейчас минимальная там длина аудио, достаточная для идентификации в суде, допустим? Здесь вопрос, наверное, даже больше к экспертам, которые проводят такого рода экспертизы. Но и здесь также эксперты, они говорят следующее. То есть необходимо понять, имеется ли какой-то фон на аудио, имеется ли какой-то шум, какое-то звукоподавление и так далее. И если, соответственно, аудио чистое, то достаточно 2 минут чистого аудио и, соответственно, то есть образцы голоса уже того человека, за кого, соответственно, выдавали себя злоумышленники. То есть вообще от 2 минут. Некоторые эксперты берут образцы голоса, соответственно, то есть это 5 минут больше. Кому-то необходимо 30 минут. Я так понимаю, что да, у всех по-разному, то есть от возможностей самой экспертной организации, поскольку здесь еще необходимо понимать, что технические возможности экспертных организаций, они тоже разные. Вот. Но минимальное это от 2 минут. Мы видим еще дипфейки в виде видеозаписей, да, которые вот демонстрируют нам злоумышленники. Как они рассматриваются в ходе судебных заседаний? Точно так же назначается экспертиза, компьютерная экспертиза, которая позволяет отличить оригинальность видео от синтеза видео с помощью технологий. Для этого также назначается компьютерная экспертиза. А имеет ли какое-то значение, допустим, если пострадавший скажет, я не знал, что переводил реально там не своему директору, а вот дипфейку, который там смонтировал злоумышленник? Директор в этом случае ответственности нести не будет, потому что не директор совершает преступление. То есть вернемся к ранее сказанному о том, что нужно понять, кто создал видео.
с использованием ИИ-технологий, потому что за использованием ИИ-технологий всегда стоит человек. И, соответственно, нужно в первую очередь установить человека. Даже если этот злоумышленник выдавал себя за кого-то, неважно, директора, родственника и так далее, мы в любом случае взыскиваем ущерб, причиненный в результате преступления, не с того, за кого себя выдавали, а именно с того лица, кто совершил преступление. И сейчас в Российской Федерации именно таким лицом, то лицо, которое несет наказание, является именно тем, кто как раз-таки использовал ИИ-технологии. Это важно понимать. Поэтому даже если за вас кто-то записал обращение, попросил перевести какую-то сумму денег, либо совершить какие-то определенные действия, нужно понимать, что есть определенные способы доказывания того, что это сделал не ты. И начнем элементарно даже с экспертизы. Вот следственные органы часто требуют так называемый исходный код ИИ для экспертизы, но разработчики держат его в тайне, да? Ну, коммерческая тайна, понятное дело. Вот как адвокат выстраивает линию защиты обвинения в такой непрозрачной среде, так скажем? Ну, здесь на самом деле все просто. Здесь так называемая идет блокировка со стороны разработчиков, и это нормально. То есть в ходе любого судебного заседания это допустимое, скажем так, поведение со стороны разработчиков. Но что необходимо сделать адвокату? Первое, официально через суд запросить код. Если и продукт зарегистрирован в Роспатенте, то, соответственно, возможно, в Роспатенте имеются исходные коды, потому что в любом случае Роспатент в некоторых случаях их запрашивают у разработчика для того, чтобы зарегистрировать у себя данный продукт. Третье, мы должны понимать о том, что тот, кто уклоняется от проведения экспертизы, несет неблагоприятные последствия для себя. То есть суд может установить и считать доказанным те факты, которые были поставлены перед экспертом, которые подлежат доказыванию. И, соответственно, то есть сторона уклоняется от предоставления, значит, может повлечь за собой неблагоприятный исход. Поэтому все просто на самом деле. Татьяна, и напоследок хотелось бы услышать у вас, как у эксперта, как у адвоката, несколько советов для наших телезрителей, для горожан, для жителей республики, что не стоит делать для того, чтобы не попасть на удочку аферистов, в том числе и в сфере искусственного интеллекта. Здесь, наверное, больше стоит ответить на вопрос, что нужно делать, чтобы не попасться. Первое – это перепроверять. Если, соответственно, то есть вы видите видео, на котором изображен ваш близкий человек, родственник, либо работодатель, то, соответственно, необходимо напрямую ему позвонить и спросить, действительно ли это видео твое, действительно ли ты просишь этих денег. Во-вторых, в основном злоумышленники не просят перевести деньги на счета тех людей, чьи номера у нас записаны. В основном это какие-то посторонние счета. Опять звоним и спрашиваем, действительно ли это ты, либо нет. Третье, необходимо, ну, если это компания, то, соответственно, необходимо использовать защиту баз данных. Этот вопрос, наверное, больше к программистам, как это сделать. Ну, скажем так, двухшаговая такая аутентификация. Ну и, соответственно, самое-самое главное, то есть понимать о том, что мошенничество с использованием искусственного интеллекта у нас сейчас на каждом шагу, и, соответственно, не нужно предпринимать действия, ну, сиюминутно. То есть нужно обдумать, позвонить, разузнать, и только после этого, да, действительно, если у человека случилась какая-то проблема, и ему нужно помочь, хорошо. Но если не дозвонился и так далее, нужно оставить просто вот это действие по переводу денег либо совершению действий до того момента, как ты действительно не узнал и лично не переговорил с адресатом. Быть бдительнее и всегда оставаться начеку. Ну что ж, спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в студию. Я же добавлю, что у нас в гостях была Татьяна Осипова, адвокат. Я с вами прощаюсь, но вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.